Здравствуйте, в эфире телеканала «Осетия», программа «Вечерняя смена». В студии Зарина Бабачива, мы работаем в прямом эфире. В Северной Осетии сегодня стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс-2020». Конкурс будет проходить в 12 номинациях. Принять участие смогут и дети от 3 до 6 лет. У нас в студии сегодня Алексей Дзагоев, заместитель директора профессионального училища номер 5 и руководитель регионального центра развития движения «Обилимпикс», также заместитель министра образования и науки республики Алан Аликов. Здравствуйте, уважаемые гости. Насколько я знаю, движение «Обилимпикс» зародилось в Японии, существует почти 50 лет, и в нем принимают участие 50 стран мира. Инициатор этого движения – японская организация по вопросам занятости пожилых людей и инвалидов. Расскажите, а у нас в Осетии когда зародилось это движение? Ну, мы приняли после России, когда вступил в движение в 2015 году, а мы с 2017 года вступили в данное движение. И мы уже на протяжении этого времени провели 4-й региональный чемпионат. Это хороший показатель. Наравне с другими регионами Российской Федерации мы не отстаем. Наоборот, где-то мы впереди некоторых больших регионов. Центр базируется у вас в училище? Да, центр у нас находится на базе 5-го профессионального училища. Имеется инклюзивное образование для людей, которые имеют данные нозологии, то есть которые имеют инвалидность, кроме инвалидности, имеют другие какие-то нозологии, не обязательно инвалидность, а общие это запрещения, которые врачи запрещают работать и так далее и тому подобное. Вот такие ребята у нас учатся. А расскажите, как прошел ваш сегодняшний день? Насколько я знаю, сегодня стартовал чемпионат. Ну, мы ожидали неплохой результат старта на основании сегодняшнего положения, санитарно-эпидемиологического положения. Мы обсудили на совещании в Министерстве образования, как раз вел совещание Алан Юрьевич, данное совещание, все директора образовательных учреждений, и мы решили провести по рекомендациям Национального центра рассредоточенно на 6 площадках, то есть 6 учебных заведений. 6-е учебное заведение – это наши партнеры, детский сад глухонемых и слабовидящих. Мы с ними договорились, вот там тоже у нас имеется площадка. А так на 5 площадках основные компетенции пройдут. А расскажите, какие это компетенции? Компетенция электромонтаж. Это завтра проводится на площадке Ордонского аграрно-технологического колледжа, где примут 5 участников участия. Завтра же вступают в конкурсное соревнование. Это выпечка астинских пирогов на площадке Владикавказского торгово-экономического техникума. И 5 числа новая компетенция «Беби». Обилимпикс, который будет принимать участие от детский сад при глухонемых интернате в школе. Это от 3 до 6 лет. И остальные сегодня, они очень успешно стартовали. Завтра еще доработка у портных. А так все сегодня у нас основной масштаб конкурсных компетенций завершены. Но результаты завтра эксперты подведут, и протоколы будут сданы в региональный центр. Скажите, сколько детей приняли участие и будут принимать? Было зарегистрировано 87 учеников, студентов и специалистов. Это в 3 категориях. Это школьник, студент и специалист принимают. И вот «Беби» – это уже тоже категория до школьного возраста. А так у нас 87 было зарегистрировано, но волей судьбы, вот со сложившей обстановкой, сегодня не явились
несколько учеников, несколько участников. И поэтому результат будет завтра. Но ожидаем более 80 человек. От 80 до 83 человек будет это участников зарегистрировано. Алан Юрьевич, расскажите про центр Обилимпикс. Центр Обилимпикс, как уже было сказано, создан на базе профессионального училища номер 5. Это наша базовая профессиональная образовательная организация в плане инклюзивного образования. Хочу сказать, что у нас кроме 5-го училища также инклюзивное образование реализуется на базе Владикавказского колледжа электроники, на базе Владикавказского многопрофильного техникума и профессионального училища номер 3. Всего у нас порядка 14 направлений подготовки специальностей, по которым мы разработали адаптированные образовательные программы как раз для инвалидов и лиц ОВЗ. И наша задача, и задача вот как раз центра Обилимпикс – это расширение и номенклатуры специальностей, и профессиональных образовательных организаций, которые бы могли предоставлять образовательные услуги, хотя мне это слово не совсем нравится, но оно устоявшееся, вот для лиц с ОВЗ. Сейчас вот на самом деле и федеральная повестка дня, и в нашей республике вопрос обучения, трудоустройства лиц ОВЗ, он, что называется, в тренде, и вот это одна из таких вот наших основных, скажем так, повестки дня в нашем министерстве. Это вот именно обеспечение вот условий, возможностей для лиц ОВЗ в плане обучения, участия в чемпионатах, показать свои силы. А скажите, как давно в Северной Осетии образовательные учреждения стали приспосабливать именно к инклюзивному? Ну, хочу сказать, что 17-го года, так вот конкретно. активно с 17-го года мы на самом деле начали заниматься этим вопросом. И, как я уже сказал, с каждым годом мы перечень специальностей и образовательных организаций увеличиваем, расширяем. Некоторые регионы пошли по пути того, чтобы создать вот одну образовательную организацию, многопрофильную, где, скажем так, суперусловия созданы. У нас вот такая организация, это 5-е училище, но мы видим и понимаем, что, конечно, в любом учреждении, какое ни возьми, там ограниченное количество специальностей, направлений подготовки, и поэтому помимо вот этой базовой образовательной организации мы идем по пути того, чтобы все-таки создавать условия и в других образовательных организациях. А есть у нас школы, которые приспособлены к таким детям? Ну, вы знаете, школы то же самое. То есть у нас практически каждая школа должна быть доступной для инвалидов, лиц ОВЗ. И мы по этому пути идем, но пока не везде это получается. И в силу объективных каких-то причин, ну, если взять, скажем, 5-ю школу, то это, ну, как пример беру, да, то это историческое здание. И вот мы пробовали, так сказать, этот вопрос там прорешать. А что необходимо менять в таких школах? Что нужно добавить? Архитектуру. Это архитектурная доступность. В первую очередь, те самые пандусы, вот я начал говорить о 5-й школе, Лифты нужны. где, так сказать, это стало невозможным в силу того, что это историческое здание, архитектурный облик и так далее. Но И попытки были? попытки были, конечно, да. Но если мы, так сказать, на 100% не выйдем, то, по крайней мере, мы к этому стремимся. И от года к году мы создаем, стараемся, да, создать архитектурную доступность, в первую очередь, действительно для того, чтобы просто смогли попасть в образовательное учреждение, организацию, да, лица с ОВЗ. Алексей Тазевич, а что есть в вашем училище? Расскажите. В 2017 году, когда нас определили как в республике первой базовой профессиональной образовательной организации, это
организация та, где должна быть доступная среда. Это начиная от архитектуры и кончая образовательными программами, адаптированные образовательные программы. Но, к сожалению, наша республика дотационная, и на сегодняшний день пока полной доступности нету. Сделали очень много сделали мы. Пандусы имеют, санитарные условия имеются, там определенные условия, вы если знаете, то по доступности людей, колясочнику, как все, та же раковина, та же зеркало, та же кнопка вызова. Вот буквально на той неделе к нам пришла чемпионка мира по армспорту. Колясочница она. Повредила спинной мозг, все это, и на водителя учиться. У нас есть специально, был закуплен в 2017 году автомобиль с ручным управлением Renault иномарка, и мы ее приняли на обучение. И вот она поднялась на коляске, все хорошо, прекрасно, кнопку нажала, сторож вышел, и это есть уже доступность первого уровня, первый этаж. Хорошо, Скольких что, человек уже на этой машине научили? человека Примерно. 4. 4, да, охватили все. Машина хорошая, инструктор хороший. И вот такие условия нам нужны. Нам нужен лифт. Лифты, чтобы во всех учебных заведениях, где я побывал, мы побывали с группой наших преподавателей, мастеров в Евпатории, специально в 2017 году обучили мы их к инклюзивному образованию по доступной среде. Там, да, действительно, полная доступность. Что спальные помещения, что душевые, что прачечные, что игровые, что столовые, что клубы, классы, мастерские. Полная доступность для колясочника. Лифты ходят везде. У нас пока этого нет, к сожалению. А сколько на сегодняшний день в пятом училище детей с ограниченными возможностями? 27. 27 учеников. Это первый курс, второй и третий курс. Но вы сказали, что необходимы и образовательные программы. Да. Подробнее, как подстраивать? Адаптированные программы преподаватель разрабатывает уже в соответствии с нозологией, с профессией, с какой нозологией он пришел. Но сейчас у нас нозология, там есть и, как сказать, с дуальными, не дуальной, а с психикой. Сегодня он как раз, Максим наш, выступал в лозоплетении, он очень спокойный был, а так бывает агрессивный. Вот ему нужно программу, индивидуальный подход нужен бывает. И преподаватель, мастер производственного обучения выходит. Есть у нас комната разгрузки, релаксации. Но они там через психолога проходят, через социального педагога проходят. Вы назвали имя ребенка, извините, что я вас перебиваю. Вы каждого из них лично знаете? Знакомы? Да, конечно. Первый курс Кацуба, Максим, я его знаю. Вот нормальный парень, все. Но что сделаешь? Полезен есть полезен. Мы ему поможем, в чем сможем. Алан Юрьевич, скажите, что необходимо дорабатывать в Северной Осетии в образовательных учреждениях? Ну, я уже об этом начал говорить. То есть нам нужно расширять те возможности, которые должны быть предоставлены для лиц ОВЗ. И вот Алексей Тазеевич тоже об этом упомянул. Той же самой базовой образовательной организации. Да, пока вот у нас не хватает, скажем, лифта для того, чтобы поднимались на верхние этажи. Поэтому мы для таких вот лиц пока вот создаем условия, чтобы они все обучались, скажем, на первом этаже, чтобы не было такой необходимости. Хотя мы должны именно создавать вот такие универсальные условия для лиц ОВЗ. И, как я уже сказал, у нас всего-то 14 направлений подготовки специальности для лиц ОВЗ. И вот эту номенклатуру мы, конечно, тоже будем расширять и будем работать над этим. Но
на самом деле, в первую очередь, для того, чтобы начать обучение по адаптированным программам, мы должны создавать условия, архитектурную доступность. Это уже, на самом деле, затратное мероприятие, и республиканский бюджет изыскивает эти возможности, и будем дальше над этим работать, чтобы все больше и больше образовательных организаций были доступны для лиц ОВЗ. А педагоги, которые работают с такими детьми, они где-то проходят подготовку специальную? Безусловно, да, для подготовки педагогов, да, там свои особенности есть. У нас на базе Республиканского института повышения квалификации работников образования разработана программа повышения квалификации. Кроме того, этот же самый институт помогает образовательным организациям разрабатывать те самые адаптированные образовательные программы. И там, где у нас в настоящее время реализуются такие программы, у нас и педагоги, и образовательные организации, скажем так, во всеоружии готовы к тому, чтобы такую подготовку вести. Спасибо большое. Алексей Тазевич, подводя итоги и оглядываясь назад, какие результаты дает чемпионат Обилимпикс? Чемпионат Обилимпикс дает хорошие результаты, честно сказать. За 3 года у нас уже имеется результат. В 2018 году как раз Алан Юрьевич был тоже в составе делегации нашей команды в Москве. Традиционно мы принимаем участие там, в 75-м павильоне ВДНХ. Но в этом году, так как мы не будем выезжать, а будет очно-дистанционное, на наших площадках будут выступать и будем транслировать туда. Центр будет в гостинице «Космос», штаб национального чемпионата. И мы в 2018 году привезли 2 человека. Лозоплетение и электромонтаж. Мы привезли 3 места. И традиционно в презентационных компетенциях астинские пироги, выпечка астинских пирогов. И традиционно все 3 года привозим 1 место. В этом году уже на национальном чемпионате зарегистрировано 7 регионов Российской Федерации по выпечке астинских пирогов. Начиная от Кузбасса, Ленинграда, Москвы, Подмосковья, Волгоград, Ростов, Кемерово, Карачаево, Кабарда и мы. В прошлом году 6 участников было. И, кстати, очень интересно, все 6 участников были ребята. Все 6 участников. И нормально, хорошо выступили. Наш участник привез 1 место, то же самое. Какие впечатления? Хотел бы добавить, как раз о впечатлениях. В 2018 году мы ее как презентационную компетенцию выставляли, выпечка астинских пирогов. И на ВДНХ, по-моему, 78-й был, 75-й павильон. Да, нам предоставили самое лучшее, могу сказать, место, буквально прям-таки на входе. И мы там развернули целую очередь за пирогами нашу компетенцию, да, и буквально все стояли в очереди за пирогами. И я считаю, это на самом деле очень такой хороший вариант популяризации нашей культуры. И нам удалось все-таки ее ввести как основную компетенцию, как уже было сказано, с этого года. Это основная компетенция соревновательная. Что касается чемпионата WorldSkills, это чемпионат профессионального мастерства. Эта компетенция была еще раньше, в 2017 году, введена как основная. И на самом деле это единственная компетенция, такая национальная компетенция, которая существует в соревновательном движении как WorldSkills, так и Обилимпикс уже с этого года. Это самая вкусная компетенция. Да, приходим и сразу меня начинают спрашивать, а где наша любимая компетенция выпечка астинских пирогов, на какой площадке?
И в 2021 году будет 10-й международный чемпионат Обилимпикс, который пройдет у нас на ВДНХ в Москве. И мы пока приглашение получили тоже устное. Официальное приглашение тоже будет. Как презентационная компетенция выставит. Я видел в Казани, вот когда был чемпионат мира WorldSkills, там столько народу было за астинскими пирогами, чтобы не 8 кусков начали делить его, а 16 кусков начали делить пирог. И не хватило никому. Все с Африки и так далее, все изъявили желание выпекать астинские пироги. Но все-таки главное, чтобы удовольствие получали ребята, которые их готовят и учатся их готовить. Ну а мы пожелаем удачи им в чемпионате. Спасибо большое, что были сегодня у нас в гостях. А мы уходим на небольшую рекламу. Это программа «Вечерняя смена», и мы продолжаем наш эфир. Студенты факультета математики и компьютерных наук Северо-Осетинского государственного университета участвуют в международной олимпиаде по программированию. Участники из СОГУ уже прошли первый соревновательный этап и вошли в топ-20 команд среди студентов Юга и Поволжья России. Вместе с представителями нашего региона в начальном этапе олимпиады по программированию участвовали около 400 команд. Сегодня у нас в студии участник олимпиады и куратор. Здравствуйте. Мария, расскажите подробнее об этапах этой олимпиады, чтобы нам картина стала ясна. Ну, международный чемпионат мира по программированию среди студентов – это очень исторически давно состоявшееся мероприятие. Оно зародилось в США. Да, родилось в США в 70-х годах. Но лет так через 15 американцы решили, что пора выходить на всемирный уровень. И, соответственно, решили привлечь туда все остальные страны. И вот с тех пор это международное соревнование, которое проходит в России в очень много этапов, потому что от России большое количество команд. Ну и если сразу уже сказать, то Россия – это единственная страна, у которой есть команда вуза ИТМО, которая 7-кратный победитель чемпионата мира. Такой другой команды в мире просто нет. И, соответственно, это соревнование в России очень популярно. И у нас проходил первый этап, квалификационный этап. После этого бывает четвертьфинал Юга и Поволжья. После этого бывает полуфинал, который проходит в Санкт-Петербурге. Ну и после этого финал, который проходит специально, преднамеренно каждый год в новой точке мира для того, чтобы ребята не только поработали, но и, соответственно, могли принять участие в какой-то развлекательной программе, посмотреть мир. Ну, нужно сказать, что Россия побеждала 14 раз, в том числе и в 2019 году, в прошлом году. Это были представители МГУ. А какие шансы у нашей команды выйти в финал? Ну, к сожалению, шансов пока выйти в финал мы не рассматриваем. Пока мы считаем, что у нас есть все шансы в этом году попасть в полуфинал. Мы участвуем не очень давно в этих соревнованиях, с 2009 года. Таких вот постоянных команд у нас было мало, у нас была смена команд, но, в общем-то, такой серьезной работы никогда не проводилось. И вот последние несколько лет, это уже 3 года, у нас очень серьезная база, у нас несколько команд одновременно участвует. У нас 3 года подряд ездит 2 команды на четвертьфинал. Это достижение для вуза, потому что обычному вузу разрешается привести только 1 команду. Ну и мы надеемся, вот в прошлом году мы были в шаге от полуфинала, мы надеемся, что в этом году мы этот шаг сделаем. Аслан, расскажите, что из себя представляет вообще Олимпиада по программированию? Вообще, олимпиадное программирование – это такие соревнования, где на какую-то команду, вот если говорить именно о студенческих соревнованиях, на одну команду из 3 человек даются какое-то количество задач. Задачи, как правило, бывают алгоритмическо-математические, то есть, если в 2 словах говорить, есть условия задачи, и нужно придумать на это условие задачи такое решение, которое бы проходило бы на все возможные случаи к этой задаче. То есть задача не конкретно для какого-то частного случая, а задача именно требует такого решения, чтобы это решение проходило на все возможных различных случаях. Универсальное решение. Универсальное решение. И, как правило, если так чуть глубже говорить, то
какие-то тривиальные решения, то есть там, все, что в голову быстро пришло, как правило, такие решения не работают. И нужно придумать такие решения, которые бы ну, требовали каких-то вот определенных знаний. Мгм. А на решение задачи тоже время дается? Да, вот форматы соревнований вообще бывают разные. Например, вот сейчас прошел первый этап, 1/8 финала, и на решение всех задач давалось 4 часа. Последующие этапы на решение всех задач будет 25 часов. То есть на решение 5 часов дается. Для вас это мало или много? Ну, знаете, мы уже 3-4 год тренируемся, выступаем, и поначалу, да, это было много, 5 часов сидеть, но не каждый человек может справиться с этой ситуацией, что ты сидишь, ничего не делаешь. То есть задачи, они- Интенсивно Да. думаешь. Да, все время 5 часов думаешь, но уже постепенно, вот с каждым годом это как-то более обыденно получается, и То есть у вас уже опыт привыкаешь. есть? Ну, какой-то опыт, да, есть, и привыкаешь к такому формату, и как-то легче становится с каждым годом. Мгм. А расскажите о конкурентах, с кем соревнуетесь? Ну, конкурентов, на самом деле, можно сказать, весь мир конкурент, но если так более быть скромным, допустим, в этом вопросе, то вот если взять 1/8 финал, то есть что сейчас этап прошел, нашими конкурентами были все команды Кавказа, Юга России, Поволжья, то есть начиная от Поволжья и заканчивая, вот мы, по-моему, самая южная точка на карте. Все вузы, команды, то есть в одном вузе несколько команд, может быть, все эти команды были нашими конкурентами. И среди этих команд, я хочу добавить, да, впереди нас были команды Казани, Саратова, Иннополиса. То есть, ну, там еще Тольятти, да, по-моему, была команда. еще Тольятти То есть все остальные были ниже по рейтингу. Мгм. То есть в четвертьфинал прошли 60 команд? В четвертьфинале будет не только 60 команд, это 60 команд, которые выиграли выход в четвертьфинал. А еще все вузы могут по одной команде предоставить четвертьфинал. Поэтому там реально будет, конечно, гораздо больше. Бывает 150-200 команд. Наши команды заняли 14 место, насколько я знаю. Да. Ну, раз уж вы заговорили о задачах, давайте попробуем решить одну из задач, вы нам покажете, как это все происходит. Ну, давайте попробуем. Сразу скажу, что задача не вот с последних соревнований, то есть хотел какую-нибудь более приближенную к жизни несложную, задачу, да, чтобы более было приближенную понятно. задачу к жизни. Мгм. Вот представим, что у нас есть какая-то вот речка, ну если вид сбоку, какая-то речка есть, и на этой речке выпирают какие-то столбики, можно назвать их буйки. То есть их не какое-то определенное количество, их, допустим, n штук, то есть n может быть любое. То есть Причем- кто более-менее занимался вот математикой в школе хотя бы, тот поймет, что n как бы для общего случая, то Да. есть рассматривание решения. То есть у нас n штук буйков, там и так далее, n. И постановка задачи. На первом столбике находится какой-то кузнечик. И кузнечик имеет право либо прыгнуть на один буйок вперед, то есть на соседний вперед, либо на 2 буйка вперед, то есть через один. И наша задача узнать количество различных способов добраться до n-ного буйка и придумать какое-то общее решение, общий алгоритм, который бы находил решение для любого n. Ну, в 2 словах, если рассказывать решение сводится к рекуррентным соотношениям. То есть просто Каким соотношением? рекуррентные соотношения — это вот в математике такие соотношения, такие формулы, которые вычисляются с помощью каких-то предыдущих этапов решения задач. Ну, постараюсь более понятно объяснить. Я, правда, не буду сейчас досконально вглубь решения уходить. Вот представим, что у нас есть какая-то формула f от n. Представим, что это есть решение нашей задачи. И мы хотим найти эту формулу. То есть f от n мы хотим найти, и заметим такой факт, что если мы хотим добраться до n-ного буйка, за один шаг, чтобы добраться до этого буйка, мы можем прыгнуть либо с n-1 буйка на этот n-ный буйок, либо прыгнуть с n-2 буйка, то есть по номеру, то есть за какой-то последний шаг. И отсюда следует, что мы должны знать решение для n-1 буйка и для n-2 буйка. То есть отсюда у нас получаются такие соотношения f от n, это есть f от n-1 плюс f от n-2. Отсюда, опять же, нужно вычислить f от n-1, потом f от n-2, и постепенно мы как бы будем откатывать наше решение, и наткнемся на случай, когда f от n достаточно такое маленькое,
для которых нужно отдельно вычислять это. Например, до второго буйка у нас есть один способ добраться до этого буйка, то есть мы сразу пишем один. А для первого буйка, то есть мы сразу находимся на первом буйке, тоже, казалось бы, типа 0 способов, но это есть один способ. И постепенно вот мы задали какие-то начальные значения решения задачи, постепенно мы будем вычислять следующие наши ответы. Ну, вот, в двух словах. Вычисление происходит командой или один человек решает эту задачу? Ну, вообще, какого-то определенного, скажем так, алгоритма решения задач у нас нет. Просто у нас есть списки всех задач, и вот как у нас это в команде происходит. Например, я читаю снизу все задачи, или же сверху все задачи, у нас список задач, а кто-то читает с середины, кто-то с другого конца начинает читать, и кто увидел какую-то задачу, которая более-менее им может легко решаться, он говорит, я сажусь решать задачу, и все, а другие думают над другими задачами. То есть какие-то легкие задачи изначально каждый сам решает. И когда вот задача становится посложнее, мы начинаем обсуждать решения, придумывать вместе решения, и кто поймет, что он сможет написать решение, написать код, написать алгоритм на каком-нибудь языке программирования, тот садится и решает. Наверное, мы упустили один такой момент, что соревнования проходят в таком формате. То есть 3 участника команды и 1 компьютер, на котором надо писать решение этой самой задачи. И поэтому обычно происходит смена участников перед этим компьютером. То есть тот, кто говорит, что я знаю, как решать задачу, он садится за компьютер и пишет решение. А другие вот так на бумажке, на листике пытаются представить, как они будут решать следующую задачу. И когда предыдущая задача сдана, происходит смена перед компьютером. То есть вы друг другу доверяете и знаете, что кто-то из вас обязательно найдет верное решение? Я не буду врать, что мы всегда друг другу доверяем, потому что это все-таки соревнования, большой стресс, и кто-то может быть на эмоциях, я знаю, как это решать, и кто-то на эмоциях может просто так сказать, и получится, что он, может, неправильно что-то делает, и потом мы начинаем разбираться, допустим, в каких-то ошибках. То есть без ошибок вообще никак. То есть если все идеально у нас было бы, то мы первые были. Давайте я еще раз добавлю к этому высказыванию. А ошибки на самом деле на этом соревновании очень сильно наказываются, потому что есть не только количество решенных задач, но и так называемое штрафное время. То есть время сдачи задачи от начала соревнования – это ее штрафное время. Вот вы сдали на 40-й минуте, у вас 40 очков штрафного времени. Но если вы сдали задачу, она у вас не прошла с первого раза, то есть где-то были найдены машины автоматические, которые проверяют ошибки, то вам добавят 20 минут штрафного времени. И так каждый раз, как вы ошиблись. Поэтому ошибаться нельзя. То есть 5 часов может быть и очень мало для решения задач. Ну, как правило, бывает, да, мало. Подводя итоги, что вам, как студентам, дает участие в Олимпиаде? Знаете, вот какого-то такого общего ответа нет, на самом деле. Я лишь могу за себя сказать и, возможно, за своих товарищей по команде. У нас просто плюс-минус одинаковое мышление по жизни, грубо говоря. Ну, во-первых, это просто большое удовольствие от решения задач. Во-вторых, мы в дальнейшем попытаемся по профессии своей идти. Это программист, математик и так далее. И решение каких-то сложных задач в первую очередь развивают мозги. И сейчас, чтобы каких-то больших достижений в своей сфере достичь, нужно в первую очередь иметь какие-то мозги, благодаря которым ты можешь решать сложные задачи. То есть чем круче мозги, грубо говоря, тем выше поднимешься. То есть, все-таки в первую очередь это удовольствие от решения задач. Внутренний азарт. Да, внутренний азарт. Спасибо большое, что были сегодня у нас. И был интересный разговор. Хотя не до конца мы поняли. Но спасибо большое. Удачи вам на Олимпиаде и, конечно же, выход в финал мировой. Спасибо. Это была вечерняя смена. До скорого.